Всем привет! На удаленке далеко не каждому удается дисциплинировать себя и начать заниматься. Из-за этого накапливается много дел, которые потом еще сложнее разобрать. Поэтому сегодня мы поделимся с вами несколькими лайфхаками, которые помогут вам оставаться продуктивными в течение всего рабочего дня. Начнем мы с того, как настроиться на рабочий лад. Каждое утро готовьтесь к этому, будто вы собираетесь на учебу или работу вне дома. Например, позавтракайте и наденьте повседневную одежду. Это такой психологический прием. В уютном домашнем комплекте вы будете позволять себе лениться больше обычного и не станете воспринимать работу всерьез. Разделите свой день на часы работы и личное время. Например, с 9 до 12 вы работаете, затем спорт и обед. После 15 вы снова принимаетесь за дела. В 19 закрывайте ноутбук до завтрашнего утра. Определите для себя рабочее место, например, стол или уголок в комнате. Находитесь там только в рабочие часы. Кстати, работать лежа в кровати не рекомендуется. Либо вы будете засыпать, либо ваш сон будет тревожным из-за рабочих мыслей. Уберите все лишнее с вашего рабочего стола. Различные предметы будут привлекать ваше внимание и могут сбить с мысли. О том, как привести рабочее место в порядок, у нас есть отдельное видео. Ссылку на него мы оставим в описании. Планирование – главный элемент на удаленке. От этого будет зависеть ваш настрой на рабочий день. Вы можете завести либо ежедневник, либо записать планы на обычный листочек. Главное, чтобы они всегда были перед глазами. Если вам тяжело приступить к делам, попробуйте поделить большие задания на более мелкие. Так вам будет морально легче приняться за работу. Вы втянетесь в процесс, пока будете выполнять маленькие задачи, и сами не заметите, как все сделаете. А еще можно будет похвалить себя за такое количество выполненных дел. Главное при этом не забывать про отдых. Можно разделить полдня на отрезки по 90 и 30 минут. То есть 90 минут вы усердно работаете, затем полчаса отдыхаете. Если же 90 минут вам даются тяжело, вы можете начать с 60-20 минут. Различные сообщения и уведомления также весьма усложняют удаленную работу. Вы постоянно заглядываете в телефон, посмотреть, что вам написали, и спустя время замечаете, как уже просто просматриваете ленту в соцсетях. Чтобы не отвлекаться на телефон, выключите его или скачайте специальное приложение, где можно установить таймер для работы. Поставьте рядом с собой воду, на случай, если вам захочется попить. Так вы не будете отвлекаться от учебы и не снизите свою продуктивность. А вот обедать лучше не за компьютером. Мозгу нужен отдых, и он идеально совмещается с этим временем. Если ваши близкие находятся дома, попросите их не отвлекать вас и объясните, насколько это важно. На этом у нас все. А какие лайфхаки, которые помогают при дистанционном обучении, есть лично у вас? Делитесь ими в комментариях и ставьте лайк на наше видео. Пока-пока!